начать урок с эпиграфа «Могущество страны не в одном материальном богатстве, но и в душе народа. Чем шире и свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту и духа, как не эта удивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека». Константин Георгиевич Паустовский. Ребята, мы начинаем с раздела «Мир живой природы», и тема нашего сегодняшнего урока «Живая планета». Сегодня на уроке вы будете понимать содержание прозаического произведения, определять основную мысль на основе ключевых слов и фраз, формулировать вопросы к тексту, отвечать на разные типы вопросов, представлять информацию в виде графика, таблицы и правильно определять односоставные предложения. Ребята, послушайте притчу. Давным-давно у Матери Вселенной родилась дочь. Отец Космос устроил пир на весь мир и позвал все галактики и созвездия. Те, кто приходил, они с собой приносили подарки. Отец подарил ей солнце, чтобы оно согревало землю. Мать подарила ей луну, чтобы она могла помечтать, глядя на нее. Фея Аква подарила ей чистую, прохладную воду, чтобы жажда ее не мучила. Фея Айра подарила ей прекрасное одеяло, оно не пропускало ультрафиолетовые лучи. И фея Флора, ребята, подарила Земле растения и животные. Так эта планета стала называться живой планетой. Ребята, мы должны посадить дерево, чтобы сделать дом для птиц, белок и других маленьких животных. Ребята, теперь послушайте стихотворение о природе. Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг. Небо светло-голубое, солнце светло-золотое, ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, птицы, звери и леса, и туман. Это человек и время года, это все вокруг природа. Ребята, вы прослушали притчу. Теперь в этой притче основная мысль – рождение и становление Земли. Заголовок текста – планета Земля. Ключевые слова попробуйте, прочитайте мне ключевые слова. Земля, космос, солнце, луна, фея Аква, фея Алена, фея Флора. Хорошо. А теперь, ребята, следующая грамматическая тема нашего сегодняшнего урока – односоставные предложения. Послушайте предложение. Сравните. Планету называли Землей. Солнце согревало Землю. Маленькая планета Земля. Она была маленькой планетой. Обратите внимание на первое предложение. Планету назвали Землей. В этом предложении, ребята, у нас не хватает члена предложения. Здесь у нас есть только сказуемое. Во втором предложении солнце согревало землю. Что? Солнце – это подлежащее. Солнце что делало? Согревало – это сказуемое. В третьем предложении маленькая планета Земля. В этом предложении говорится только о маленькой планете Земля. И в последнем предложении она была маленькой планетой. Она – это подлежащее, была маленькой планетой – это сказуемое. Теперь, ребята, что вы заметили? Да, правильно, в этих предложениях, в первом и в третьем предложении, это предложения были односоставные предложения. Ребята, запомните теперь, односоставные предложения, грамматическая основа состоит из подлежащего и сказуемого, называются двусоставными. Предложение, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена, называются односоставными предложениями.
Виды односоставных предложений, ребята, в зависимости от способа выражения главного члена односоставное предложение делится на две группы. С главным членом подлежащим, с главным членом сказуемым. Как и двусоставные предложения, односоставные предложения могут быть нераспространенными и распространенными. Например, морозит, с утра морозит. Значит, в первом предложении это у нас односоставное предложение, оно не распространенное. А в предложении с утра морозит, это предложение у нас будет распространенным. Вечер, тихий летний вечер. В первом предложении вечер это у нас односоставное предложение, и по наличию второстепенных членов предложения оно не распространенное. А в предложении тихий летний вечер это предложение у нас распространенные. Далее, как мы уже сказали, односоставное предложение бывает с главным членом подлежащим. Главным членом подлежащим это у нас назывные предложения будут. Сказуемого нет, есть только подлежащие в именительном падеже. Предложение может быть распространенным или нераспространенным. Например, ночь, улица, фонарь, аптека. Это у нас нераспространенное предложение. А ясное утро это у нас уже будет односоставное предложение, назывное и распространенное. Далее, с главным членом сказуемым определенно личные. То есть здесь сказуемое выражается глаголом в форме первого лица и второго лица единственного и множественного числа. Мы можем подставлять местоимение «я», «ты», «вы», «мы». Например, люблю грозу в начале мая. Здесь неопределенно личное сказуемое. Я могу подставить, да? Я люблю грозу в начале мая. Значит, это предложение будет у нас определенно личное. Следующий вид – неопределенно личные предложения. Мы здесь подставляем местоимение он, она, они. Здесь сказуемое выражается глаголом в форме третьего лица множественного числа. Например, за рекой косили. Здесь неизвестно, кто производит действие. Обобщенно личные. Лицом может быть каждый. Здесь сказуемое выражается в форме глагола второго лица единственного числа, третьего лица множественного числа с обобщающим значением. В основном, ребята, обобщенно личные предложения у нас встречаются в пословицах и поговорках. Например, цыплят по осени считают. Следующий вид – безличные предложения. Односоставные. Здесь лица нет и не может быть. Сказуемое обозначает явление природы, состояние человека, возможность, желательность. Например, смеркается. Нет указания на производителя действия. Ребята, укажите верное утверждение. В предложениях, в которых имеется два главных члена, подлежащие и сказуемые, являются односоставными предложениями. Верно или неверно? Неверно. Неверно. Хорошо, молодцы. Как и двусоставное предложение, односоставные предложения могут быть распространенными и нераспространенными. Верно. Верно, молодцы. Отлично. Если в предложении есть только один главный член, подлежащий или сказуемый, такое предложение является двусоставным. Неверно. Молодцы, замечательно. По смыслу односоставные предложения отличаются от двусоставных предложений тем, что они понятны и при отсутствии второго главного члена. Неверно. Молодцы, замечательно. И последний вопрос. По форме главного члена односоставные предложения делятся на три основные группы. Неверно. Замечательно.